Французские парламентарии потребовали, чтобы Китай предстал перед судом в связи с гонением уйгуров. 30 французских депутатов обратились к президенту Эммануэлю Макрону и попросили его подать иск в Международный суд против китайских чиновников, которые совершили преступления против человечества в Восточном Туркестане. Член парламента Юбер Лаферьер представил министру иностранных дел Ле Дриану предложение по уйгурскому вопросу. Франция неоднократно выражала обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в регионе и открыто призывала закрыть концентрационные лагеря. Это неприемлемо, так как нарушает универсальные принципы международных договоров по правам человека. «Я решительно осуждаю лагеря», заявил министр иностранных дел Франции. С другой стороны, газета «Свобода» посвятила данной теме первую страницу под заголовком «Геноцид уйгуров», в которой подробно освещены гонения и стерилизация уйгурских женщин. Сотрудники издания провели интервью с уйгурским учителем, которому удалось освободиться из китайского концлагеря и перебраться в Европу. Бывший узник сообщил, что люди, находящиеся в лагерях, подвергаются насилию, принудительному труду и пыткам, а также отметил, что политика Коммунистической партии Китая по ассимиляции народа уйгурского региона приняла окрас тоталитаризма и подавления. Представители консервативной партии в Европейском парламенте обратились в Еврокомиссию с требованием выразить решительный протест в связи с уйгурским вопросом и раздали маски с надписью «Давайте поговорим об уйгурах». Раскритиковав укрепление сотрудничества с Китаем, бывший министр иностранных дел Польши и вице-президент консервативной партии Анна Фатыга призвала Европарламент ввести санкции в отношении китайских чиновников, замешанных в нарушении прав человека в уйгурском регионе. Фатыга призвала США, Новую Зеландию, Австралию, Тайвань и Великобританию привлечь к ответственности членов Коммунистической партии Китая и нарушить безмолвие перед тяжкими преступлениями китайских властей. В ходе визита в Лондон госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. После переговоров министры провели совместную пресс-конференцию. Рааб выразил опасения действиями Китая в Гонконге и отметил, что Великобритания предприняла решительные шаги по данному вопросу. Сообщив, что в ходе переговоров были обсуждены вопрос китайской системы 5G и опыт, извлеченный во время пандемии коронавируса, Доминик Рааб подчеркнул, что соглашение о свободной торговле между США и Великобританией должно быть выгодным как с точки зрения занятости, так и потребления. Министры также обсудили вопросы Ирана, России и Ближнего Востока. В свою очередь, Помпео выступил с критикой в адрес Китая. Отметив, что эпидемию можно было предотвратить и назвав позицию Китая по этому вопросу постыдным, Помпео сделал следующее заявление. Вместо того, чтобы поддержать мир, глава Китая показал двуличие Коммунистической партии Китая. Основной темой переговоров стали действия Китая в Гонконге и жестокое обращение к уйгурам и другим мусульманам в Восточном Туркестане. Министерство юстиции США подало иск против 2 граждан Китая, обвинив их в кибератаке, направленной на ученых и компании, работающие над разработкой вакцин и методов лечения коронавируса. Кроме этого, Министерство юстиции заявило, что правительство Китая поддерживает пиратов и хакеров. Вчера было озвучено заключение суда, в котором 2 китайских инженеров Ли Сяоюй и Донг Цзяжи обвиняются в шпионаже, хищении данных о вооружении, информации о типах наркотиков и программных кодов. Помимо компаний, производящих высокотехнологичную продукцию, фармацевтические средства и фирм, занимающихся разработкой игр и программного обеспечения, кибератакам подверглись оппозиционеры и правозащитники из США, Китая и Гонконга. По словам прокуроров, в январе прошлого года обвиняемые провели исследование в компьютерной сети биотехнологической компании, которая занимается разработкой вакцины в штате Массачусетс. Лидеры Евросоюза смогли достичь согласия по Фонду восстановления европейской экономики и многолетнему финансовому плану. Европейские лидеры в течение 4 дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает Фонд восстановления и многолетний бюджетный план размером в 1 триллион 800 миллиардов евро. На восстановление после пандемии коронавируса выделено 750 миллиардов евро. Бюджет Евросоюза на ближайшие 7 лет составит 1 триллион 74 миллиарда 300 миллионов евро. Антикризисный пакет, относительно которого лидеры стран Евросоюза достигли консенсуса, должен быть одобрен Европарламентом.